Здравствуйте, дорогие школьники! Сегодня мы с вами поговорим о народном артисте Казахской ССР, заслуженном деятеле искусств, профессоре, о талантливом режиссере Есмухане Несибаевиче Обаеве. Есмухан ага – выходец из простой советской семьи. Родился 23 июня 1941 года. Его детство прошло в небольшом селе Кеген Алматинской области. Это были тяжелые послевоенные годы. В одном из интервью Есмухан ага поделился, что у них был один радиоприемник на все село, по которому транслировали новости и концерты. А однажды к ним с живым концертом приехали Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова, Бекен Жылысбаев, Ермек Серкибаев и другие известные народные певцы того времени. Возможно, именно это событие пробудило в маленьком мальчике любовь к искусству. Есмухан ага вспоминал, как с другом брали свои маленькие гармонии, забирались на крышу дома и пели песни. Свой профессиональный творческий путь Есмухан Обаев начал в 22 года. В 1960 году он поступил в Алматинскую государственную консерваторию на театральный факультет. Его мастером стал сам Аскар Тухпанов, один из основателей казахского театрального искусства. Есмухан ага вспоминал, как впервые встретил Аскара Тухпанова в родном селе. Тогда набирали студентов в консерваторию и проводили прослушивания по всей стране. У Есмухана Обаева был хриплый голос, поэтому дорога на вокальное отделение была ему закрыта. Зато мастер отметил хороший артистизм и пригласил юношу на актерский факультет. В июле Обаев должен был приехать в Алматы на экзамены, но по определенным причинам добрался до консерватории только в сентябре, когда уже обучение началось. Аскар Тухпанов наотрез отказался брать парня к себе в ученики, сказав, что время вышло. И тогда за юный талант вступился ректор консерватории Кудус Кужамьяров и принял Есмухана Обаева в студенты. Спустя 5 месяцев он сдал все экзамены и был зачислен официально. Дипломной его работой стал спектакль «Дядя Ваня», режиссером которого выступил Азербайджан Мамбетов. В 1968 году Есмухан Обаев уезжает на стажировку в Москву, где знакомится с известными деятелями культуры. Большой опыт ему принесла работа помощника режиссера в МХАТе. Спустя 2 года Есмухан ага возвращается на родину. В Карагандинском областном театре имени Сакена Сейфуллина он ставит свои первые спектакли. Это «Ромео и Джульетта» и «Судьба отцов». Он становится режиссером-постановщиком Казахского государственного театра юного зрителя, а в 1972 году его назначают художественным руководителем и главным режиссером Семипалатинского драмтеатра имени Абая, которому Обаев посвятил 20 лет жизни. Этот период мастер вспоминает с большой любовью. Это было хорошее время, театр развивался. Я работал с талантливыми артистами и художниками. Эти 20 лет пошли мне только во благо. Есмухан Несибаевич сумел вывести театр на высокий уровень. Труппа побывала на гастролях в Москве и Каире. Спектакли были показаны во всех театрах Казахстана. В 1992 году Есмухан Обаев становится ректором Театральной академии имени Темирбека Жургенова, а в 1995 – заместителем министра культуры Республики Казахстан. В период с 2001 по 2013 годы Есмухан Несибаевич – директор и художественный руководитель Казахского государственного драмтеатра имени Мухтара Ауэзова. Творческий путь Есмухана Обаева насыщен самыми разными красками. На сцене отечественных театров он поставил лучшую казахскую и мировую классику. На сегодняшний день в его копилке более 100 режиссерских работ. Избранные его постановки: «Укрощение строптивой», «Женитьба», «Ревизор», «На дне», «Абай», «Карагоз», «Айман Шолпан», пьесы Нурмагомбетова, Исабекова, Оразалина и других казахских драматургов. О Есмухане Обаеве, как о профессиональном режиссере, говорят не только в Казахстане, но и за рубежом. Он работал в Германии, Корее, Индии, России, Китае. В Кыргызском государственном академическом драмтеатре он поставил «Манастан улы Семетей», в Волжском областном драмтеатре «Карагөз» Мухтара Ауэзова, в Иссык-Кульском областном драмтеатре «Абай» Мухтара Ауэзова, в Кыргызском государственном театре юношества «Соленую пустыню» Гапарова, в
В 2010 году Ауэзовский театр открыл свой сезон трагедии «Абай», поставленной Обаевым. Исмухан Ага говорит, что по-новому взглянул на легендарное творение автора. В спектакле Абай представлен молодым романтиком, который отстаивает права человека, его независимость и свободу. На протяжении всей жизни Исмухан Несибаевич ведет педагогическую деятельность. Он выпустил целую плеяду народных артистов. Среди них Тилектес Мейрамов, Досхан Жолжахсынов, Газиза Абдинабиева, заслуженный народный деятель Нурканат Жакыбаев. Его воспитанники служат во всех театрах Казахстана. Исмухан Ага говорит, что ученики всегда оказывают радушный прием. И это настоящее счастье – знать, что в каждом театре есть частичка твоей души. В копилке Исмухана Обаева множество грамот и медалей. Он награжден орденом Парасат, орденом Барыс второй степени, является лауреатом национальной премии «Алтын Адам». Быть современником Исмухана Несибаевича Обаева, человека с большой буквы, большая честь для каждого. На этом мы завершаем наш урок. И теперь я попрошу вас ответить на 3 моих вопроса. Первый вопрос. В каком году родился Исмухан Обаев? Второй. У какого мастера учился Исмухан Несибаевич? Третий. Назовите дипломный спектакль Исмухана Обаева.